В последние годы борьба с коррупцией стала ключевым направлением государственной политики. Возвращенные в результате удачной антикоррупционной политики средства и имущества, а также тысячи объектов пополнили государственную казну. С 2020 по 2025 годы в результате принятых мер государству возвращено имущество и денежные средства на сумму свыше 300 миллиардов сомов. В государственную собственность также возвращено более 1000 предприятий и объектов, а также свыше 30 тысяч гектаров земли. Только за первые 6 месяцев этого года Генеральная прокуратура возбудила 211 уголовных дел по фактам коррупции. Из них 21 дело направлено в суд, 29 дел прекращены, 41 дело приостановлено и по 120 делам следственные действия продолжаются. Из общего числа возбужденных уголовных дел 42% приходятся на органы местного самоуправления, еще 34,6% на территориальные подразделения органов исполнительной власти. Общая сумма установленного ущерба составила 508 миллионов 877 тысяч 562 сома. Кыргызстан улучшил свои позиции и в международном рейтинге Transparency International по коррупции. По итогам 2025 года страна поднялась на 4 строчки и заняла 142 место. Одним из эффективных инструментов борьбы с коррупцией эксперты называют цифровизацию, которая сегодня активно внедряется практически во все сферы государственного управления. Часть госуслуг уже доступна через приложение Түндүк. Мы знаем, что у нас сегодняшний день очень хорошо развивается цифровизация предоставления государственных услуг. И через мобильное приложение Түндүк, где наши все персональные данные хранятся, где минимизировано общение с государственными органами, то здесь мы увидели одну очень хорошую вещь, что наши граждане напрямую обращаются к органам для получения каких-то либо документов. Опрошенные нами жители Бишкека также рассказали, что замечают о сокращении коррупции в стране. Ранее с коррупцией можно было столкнуться где угодно, делятся горожане. Сейчас уже очень хорошо стало, почти что, я думаю, уже нет уже. Азыр бирок жакшы эле биз балдарыбыз балак чыгарат, мектепке барат дегендей. Университетте жакындарыбыз окуп атышат. Азыр андай нерселер жоюлуп калды окшойт. В наше время сейчас, я думаю, коррупции стало меньше, но среди студентов, но есть некоторые учебные заведения, где такое есть еще. Кроме того, антикоррупционный деловой совет при президенте проводит ряд мероприятий по предотвращению коррупции в стране. Ведомство проводит семинары в госорганах и вузах. Порядка, наверное, около 2 или 3 тысяч студентов мы уже обучили. Регионы, получается, мы были в Таласе, в Нарыне, в Иссыкульской области и Чуйская область, Карабалта, Токмок. И вот буквально сейчас мы составляем программу для того, чтобы охватить государственные органы на территории города Бишкек. И, соответственно, в сентябре поедем уже на южные регионы, получается. В результате антикоррупционных мер также выросло доверие населения к государственным органам, считает бывший депутат Жогорку Кенеша Каныбек Усмуналиев. Есть, конечно, отрицательные черты, потому что за вот это 30 лет коррупция, она пронизывала во все слои общества, значит, нашего Кыргызстана. Поэтому не надо терять, так сказать, оптимизм. Самое главное, народ начал уже верить тем мероприятиям, которые сейчас выполняет или осуществляет, значит, наша власть. Правоохранительные органы отмечают, если вы столкнулись с коррупцией или стали ее свидетелем, обращайтесь в соответствующие ведомства. Если человек столкнулся с коррупцией, он может обратиться сразу в несколько органов. Заявление можно подать в Генеральную прокуратуру или сообщить о факте коррупции по телефону доверия 0312 54 28 18. Если речь идет о коррупции со стороны должностных лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов, можно обратиться в ГКМБ по телефону 0312 66 00 20. Столкнувшись с вымогательством в госструктурах, можно обратиться в антикоррупционные подразделения. Практически во всех министерствах и ведомствах действуют уполномоченные по вопросам предупреждения коррупции и телефоны доверия. Также заявление можно подать в ближайшее подразделение милиции или сообщить о преступлении по номеру 102. Кроме того, сообщить о фактах коррупции можно онлайн через приложение Түндүк. Для этого необходимо открыть приложение, выбрать услугу «Сообщить о коррупции» и заполнить электронную форму обращения. В последние годы борьба с коррупцией стала ключевым направлением государственной политики. Возвращенные средства, профилактика, а также значительно ужесточенная законодательная база ввела беспрецедентные ограничения для коррупционеров. Бурусун Жумалиева, Татыбүбү Кинжакунова, ЛТР, Бишкек.